творчество известного русского поэта Михаила Александровича Шолохова. На урок литературы учащиеся 11 класса никогда не опаздывают. И дело здесь не только в дисциплине, но и в любви к педагогу, который преподает этот предмет. Сегодняшний урок Фатима Шахмурзиевна посвятила Михаилу Шолохову. Говорят и о первом рассказе писателя, и о романе «Тихий Дон», который принес автору большой успех. Это настолько драматический сюжет, это настолько драматическое произведение. Она отдает себя детям без остатка, потому что не может иначе. Учитель не просто работа, которая приносит доход. Это для нее настоящее призвание. Фатима Шахмурзиевна педагогом стала, что называется, по зову сердца. Русский язык и литература были любимыми предметами в школе. Но мы в детстве всегда действительно играли в учителя. Вот рассаживали детей, и потом я всегда выступала в роли учителя. Причем старалась быть очень строгой. Хотя сказать по характеру я не особо строгая. Я, скорее всего, наверное, мягкий очень человек. Вот. Поэтому профессия была мною выбрана осознанно. Я в 1974 году окончила местную первую школу. Фатима Шахмурзиевна более 40 лет учит школьников правилам русского языка и знакомит с литературой. В 4-й Сунжинской она работает не менее 30 лет. Она в ответе за то, какими ученики выйдут из школы во взрослую жизнь. Каждый ребенок уникален, говорит педагог. У каждого свой характер, который требует определенного подхода. Когда я составляю календарные тематические планы, конечно, я это чисто свои авторские планы пишу, потому что мне так как-то легче. Я, зная детей, я ориентируюсь уже на успеваемость этих детей. Вот говорят, дифференцированный подход. Вот это, конечно, обязательно должно присутствовать на каждом уроке, потому что не все дети одинаково бывают подготовлены. Есть дети, которые намного сильнее, есть дети, которые чуть слабее. Учитель перестает быть таковым, когда он перестает учиться сам. Поэтому всю жизнь Фатима Шахмурзиевна в поисках знаний. Искренность, внимание, а главное – любовь к детям. Как признается сам педагог, ее профессия требует больших усилий и самоотдачи. И не каждому дано стать наставником для учеников. Учитель должен любить детей, потому что если он детей не любит, ему будет с ними неинтересно. Ну а дальше уже, конечно, он должен обладать организаторскими способностями и гибкостью. Должен быть стрессоустойчивым, потому что все свои проблемы, все свои недуги он должен оставлять за дверями кабинета. Потому что, когда учитель входит в кабинет, у него обязательно, я считаю, на лице должна быть улыбка. Фатима Шахмурзиевна – заслуженный учитель Ингушетии. В 2006 году была признана лучшим учителем России. Имеет звание отличника образования. Но главная награда для педагога – это все же признание подопечных учеников. У нее большой стаж и опыт работы, и, как по мне, у меня было много филологов, но она объясняет очень доходчиво и очень понятно. Прям невозможно не понять ее. Наши уроки проходят очень продуктивно и познавательно, и именно вместе с ним мы узнаем очень много. То есть это именно тот преподаватель, который все время нас мотивирует, особенно в преддверии наших экзаменов. И мне бы хотелось выразить слова огромной благодарности. Это прекрасный педагог. Урок цензами людочхан тхон тадсыг эрдами керт хамху цудук хам амдят тхон ши хейхжо предметы дик уамалажи тхон дуко хам керт хам хин тхон цунагар. Научить всему педагог не в силах, однако именно он указывает верную дорогу. Поэтому в руках учителя будущее. Впереди у Фатимы Шахмурзиевны и ее подопечных подготовка к единому госэкзамену и выпускной. Тамара Хшакульгова, Мухаммед Белакеев, Новости 24.